Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему, чего вы совсем не ждете, но что случится независимо от вас. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свои временные рамки, и пусть нужная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Чего же вы не ждете? Признания не ждете. Вот здесь признание показано. На вас корону надевают, вам ручку целуют, вам подарок дают. Смотрите, человек прям буквально на коленях перед вами с такими длинными руками, и длинными руками корону вам надевает. Смотрите, вы все разные, меня смотрят и мужчины, и женщины. У кого-то отыграется признание в чувствах, в любви. Мужчине может женщина признаться и сказать, что вот ты мой единственный мужчина, за которым я пойду на край света. То же самое женщине мужчина может признаться и сказать, что вот люблю, не могу, все. Хочешь звездочку с неба, хочешь жемчужинку со дна океана, вот твори со мной что хочешь, я на все согласен, потому что ты любовь всей моей жизни, да, только не прогоняй. У кого-то, например, на работе отыграется. Вот признают начальники, коллеги признают, что вы действительно суперспециалист, вы уникальный специалист. Ваш опыт, ваши знания, ваша самоотдача, да, вот прям признают. Тут и награда, может быть, и премия, и похвала, и аплодисменты. Хороший такой знак. У кого-то родственники признают, что вы прям самое сильное звено вашей родовой цепи, так и скажут: ты наш спаситель, ты наша спасительница, то есть ты молодец, ты там проблемы порешала, за все договорилась, за всех договорилась. То есть будут вам на голову короны надевать. Очень классный знак. Для вас это прям совсем неожиданно. Вы себя в этом плане не видите, не рассматриваете, вы не считаете, что вас за что-то нужно благодарить, за что-то вам корону надевать. Вообще, возможно, стесняетесь таких моментов. Ну вот, идет мне такая ситуация в загаданный вами срок. Кому-то признаются в любви, кому-то признаются в том, что вами дорожат, что вы очень ценный человек. Кому-то признаются, что вы самый дорогой и любимый родственник. Очень классный момент. Вот здесь показаны мужчина и женщина. У женщины единица в руках, и женщина к семерке стремится. Вроде она не одна, да, вроде они вдвоем. Смотрите, да, опять же, вы все разные. У кого-то отыграется, что в паре женщина станет супер успешной, успешнее, чем ее мужчина. Тут может касаться и достижения каких-то целей, и там бизнеса, и чего угодно, да, исполнения желания, мечты. А у кого-то отыграется ситуация, что женщина в одиночку для мужчины что-то вот здесь делает, добьется, там, решит его проблемы, добьется для мужчины лучших условий, за него договорится, да, очень классный знак. Тут мужчина немножко такой растерянный, потерянный, но все-таки счастливый, потому что рядом с ним вот такая вот сильная, уникальная женщина. И девушки-женщины, у кого есть проблемы в плане там соперниц в любви, да, соперница в любви — это может быть и любовный треугольник, и семейный треугольник. Допустим, что такое любовный треугольник? Это когда две женщины претендуют на одного мужчину, а семейный треугольник — это когда одна женщина любимая, а другая ревнует. Например, там мама ревнует. То есть, в принципе, это же разная любовь. Одна любовь у сына к матери получается, другая любовь другого качества к любимой женщине. Вот, семейные треугольники очень часто происходят. Вот, в этом случае женщина прям вот одна единственная для этого мужчины, и она будет праздновать то, что мужчина ей это и скажет, и докажет, и все именно так и случится. То есть выбирают ее, ей в этом признаются, она это сама видит и понимает, она это чувствует. Все, это ваш законный успех, это ваша законная семерка, вы это сделали. Возможно, вы боролись за это, и вы победили.
Так, дальше, мои хорошие. Вы не ждете какого-то предложения. Но это предложение, оно какое-то, ну, странное. Давайте скажем так, странное. Может быть, вы надеетесь на какое-то другое предложение, либо ждете другого предложения, либо ждете, что вам что-то другое будут предлагать. А случится то, что случится. Вас это немножко сначала расстроит, и вы такая: ничего себе, как так, да, почему, зачем, что случилось, что не так. А потом вам кто-то объяснит, либо вы сами начнете, ну, задаваться вопросом и поймете, что это предложение гораздо лучше, чем то, что вы хотели, либо ждали. Здесь как сама судьба вам помогает. Ненужное с вашего пути убирает, а нужное, наоборот, к вам подталкивает. На первый взгляд неказистое предложение, но за ним кроются какие-то небывалые перспективы. А то, что вы хотели, ну, это, скорее всего, что-то средненькое, да? Ни туда, ни сюда. И навряд ли бы вы там прям себя хорошо чувствовали. Может быть, это рабочее предложение, может быть, там подработка, может быть, предложение там купить что-то, продать что-то. Ну, вы разные, все разные, у каждого будет свое. Неожиданное. Вы получите неожиданное предложение, а то предложение, которое вы ожидаете, вы не получите. Ну, что есть, то есть. Никто вас не хочет обидеть, вы это со временем поймете, что это гораздо лучше, чем то, что вы ждали. Еще, мои хорошие, я вижу, что какая-то близкая вам женщина на вас грязную воду прольет. Женщина, которая долго скрывала свои истинные чувства, свое истинное отношение к вам, прятала его за улыбками, за таким, знаете, типа доброжелательным отношением, за какими-то теплыми словами, что мы там с тобой родственницы, мы с тобой сестрички, мы там подружки, родные души, да, вот она за этим прятала свою зависть и прятала свое какое-то, знаете, злобное отношение к вам. И вот она прольет на вас грязную воду. То есть она начнет о вас какие-то плохие вещи говорить, плохие отзывы, сплетни могут быть, обвинения даже могут быть. И тут, конечно, вам будет неприятно. Я бы даже сказала, что немножко даже больно будет. И вы скажете: да как же так, да, я же тебе там и помогала, и все для тебя делала, и делилась сокровенным. Но вот как ты могла, зачем ты это делаешь, в чем, ну, вот причина, за что ты так меня там ненавидишь, допустим. Будет, да, неприятно, но с другой стороны, я вижу, что глаза у вас откроются на эту женщину. Наконец-таки вы поймете, с кем вы имеете дело. И вы не будете обманываться по поводу этой женщины. Вовремя сообразите, что к чему. И я так понимаю, что вы будете разрывать эти отношения, будь то родственные, будь то дружеские, будь то приятельские. То есть вы будете от нее дистанцироваться. И это прям абсолютно правильно. Вот. А про эту грязную воду не переживайте. Как придет, так и уйдет. Никто в ее грязные сплетни, выдумки не поверит. Потому что люди вас знают, люди вас любят, люди вас ценят. И у вас незапятнанная репутация, и эта репутация идет впереди вас. То есть даже люди не знакомы с вами лично, но они уже о вас наслышаны, как об очень хорошем человеке, об очень порядочном человеке. И как бы никто верить ей не собирается во всю эту грязь. Наоборот, эта женщина, кстати, очень много людей настроит против себя вот этими грязными высказываниями. Она начнет лить грязь на вас, а люди против нее, да, вот прям с палками пойдут и скажут: ну, не смей хорошего человека обижать, иначе мы тебя сейчас поколотим. Еще вы совершенно не ждете каких-то изменений в правилах, в законах. Вот как, знаете, права и обязанности сотрудников либо граждан. Наверное, все-таки граждан. Что-то будет меняться, законы будут меняться, правила будут меняться, инструкции будут новые. Новые возможности, что-то уйдет навсегда, что-то новое придет. То, что уйдет, оно привычно, но оно не было хорошо для людей, и для вас не было хорошо. А то, что придет, оно как бы для людей хорошо, оно людям помогает, либо людей защищает. Сначала вы как-то не очень будете радостно воспринимать это все, а потом со временем вы поймете, что да, есть в этом смысл, и, возможно, там впервые в истории, да, руководство компании что-то хорошее делает для людей, для сотрудников. Либо впервые в истории правительство страны что-то хорошее делает в защиту, в помощь своим гражданам.
Как-то так мне идет. Сначала вы против, а потом вы понимаете, что все-таки нет, это хорошо, это правильно, так должно быть. Да, какие-то перемены, законы мне идут, законы, правила вот в таком ключе. Что-то уйдет, отменится, либо под запрет попадет, а что-то наоборот, как откроется, либо будет предлагаться людям. Дальше. Вы не ждете каких-то встреч, а у вас встреч будет несколько. В загаданный срок вы дважды, трижды встретитесь с какими-то очень важными людьми. Либо с людьми, которые могут сыграть в вашей жизни очень важную роль. Встречи разные, и опять же с разными людьми по разным вопросам. Знаете, вот мне идет, что вам будут идти встречу в судьбу именно с очень крутыми людьми. С людьми, которые действительно из себя что-то представляют и на что-то влияют. Не пустые люди, да, там поговорили и разбежались, а именно которые делают, люди уважаемые, и люди, которые действительно наделены властью, допустим, да, либо возможностью исполнить то, что обещано. Люди достаточно строгие, но при этом люди очень ответственные и порядочные. Вот у вас загаданный срок 2-3 встречи таких состоятся. Я не могу сказать, что вам будет легко, но с другой стороны, я вижу, что вы с любым человеком можете найти общий язык. К любому человеку вы сможете найти подход. И даже если вы про себя этого не знали, либо вы вот сейчас слушаете меня и говорите: нет, это не про меня, потому что я не такой человек, я в людях не разбираюсь, либо мне сложно контактировать с людьми, вот при этих встречах вы убедитесь, что вы все можете, что у вас есть такая способность, что у вас есть такой дар находить подход к любому человеку. А кто-то у себя еще обнаружит дар гипнотизера. Да, вы можете гипнотизировать. Не все, кто-то конкретный, да, вы можете гипнотизировать. Возможно, у вас это родовой талант, и вы об этом и не знали, да, пока вот эта встреча не состоится, вы об этом и не узнаете. В общем, очень классная способность, и если ее развивать, то можно этой способностью и людям помогать, да, можно очень многого добиться, очень многое можно получить. Для вас это как раскрытие, вы такая: ничего себе, я могу, оказывается, я умею. Знаете, вот что-то подобное с цыганским гипнозом вот мне идет. Да? Это не то, чему учатся, это то, чем обладают. Есть гипноз, которому люди учатся, и то это очень тяжело. А есть вот как врожденная, да, способность гипнотизировать других людей. И вот у кого-то из вас это откроется. Так, еще я вижу, что вы вот как-то с детьми на одной волне, либо чем-то вместе таким занимаетесь. Очень похоже на какое-то развлечение. У кого-то отыграется, что вы с ребенком там будете в компьютерные игры играть, там на приставке, например, играть. У кого-то отыграется, что вы там, не знаю, на велосипедах будете кататься, либо там на роликах, вместе там в баскетбол играть. Понятно, что вы разные, у каждого будет по-своему. То есть вы вспомните детство, и ребенок с вами на одной волне. То есть ребенок видит в вас не только там маму, папу, бабушку, дедушку, но и близкого кореша, давайте скажем так. Замечательно будете проводить время. Вы так втянетесь, вам так это будет нравиться, это даже будет какая-то ваша отдушина и вот какое-то золотое идеальное время, которое вы проводите с ребенком. То есть сейчас вы скажете: да какой велосипед, какая приставка, я терпеть не могу, да, либо мне некогда, у меня работы куча. Но вот вижу, что будет такое. И действительно это очень положительно скажется и на взаимоотношениях, и на вас это тоже очень положительно скажется. Так, еще я вижу человека, который вам как что-то будет возвращать. Может быть, это долг, да, должник, о котором вы уже забыли. Может быть, вы для этого человека в свое время что-то делали, что-то хорошее, доброе, положительное, помощь оказывали. Может быть, этот человек что-то у вас взял, без спросу, например, взял, да?
И я вижу, что этот человек будет возвращать прямо на пороге и говорит: вот так и так, там, извини, так случилось, получилось, я хочу тебе вернуть. Либо человек придет и скажет: а помнишь, ты мне когда-то помогла? Вот я тебя хочу отблагодарить. Вот раньше у меня не было возможности, ну, либо очень скромные были возможности, я не хотел тебя обижать, да, своими скромными возможностями. Вот теперь у меня денежка появилась, да, и я вот могу себе позволить купить тебе хороший подарок. Ну, что-то, чего не ждете, и вы будете немножко ошарашены, скажете: ну, ничего себе, я уже и забыла, я и думать не думаю об этом всем. Но будет все равно приятно, действительно будет приятно. Так, еще я вижу, что у вас какое-то скорое исполнение идет. Не успеете вы подумать, либо не успеете вы загадать, и бац, и вы это получаете. Сразу хочу сказать, что здесь чьи-то молитвы. Вот хотите верьте, хотите нет, но за вас кто-то молится. Молится человек, причем молится 2 раза в день. И утром молится, и вечером молится. И благодаря молитвам этого человека у вас вот такое скорое исполнение придет. Не могу сказать, что исполнится, потому что вы все слишком разные, а цепочка у нас общая. Но вы так сильно удивитесь и скажете: да как так? Иногда бывает, там чего-то очень хочется, прям просишь у небес, а не приходит. А тут раз и исполнилось, само собой. Вот, за вас молятся, причем молится праведник, чистый человек молится, поэтому и исполнилось. А знаете, еще такой момент показан, что исполнилось, потому что вам это на благо пойдет. Может быть, вы хотите чего-то, что вам на благо не пойдет, и поэтому небеса такие: ну нет, тебе это не надо, да? Успокойся, не стоит. Тут как будто бы все совпало. И на благо пойдет, и за вас молятся, и вы этого хотите, и, пожалуйста, получите, распишитесь. Прям будете кому-то рассказывать, люди будут говорить: да нет, так быть не может, да, что-то тут не так, и вы тоже будете думать, что что-то не так. А я вам раскрыла секрет. За вас молятся, и это исполнение вам во благо идет. Мои хорошие, пусть все ваши мечты и желания обязательно исполнятся. И пусть все они принесут вам благо. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.